Они долго шли к финальному дню, а если точнее, покоряли маршруты и различные классификации. Это завершающий день 4-го чемпионата России по альпинизму в техническом классе. В альпинистский лагерь Кязи 5 февраля съехались 12 команд из Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской и Ростовской областей, Красноярска и Екатеринбурга. Всего в соревнованиях приняли участие порядка 40 человек. Перед объявлением победителей и призеров глава республики Махмуд Али Калиматов тепло поприветствовал альпинистов, судей и гостей. Чемпионат России по альпинизму проходит в республике Ингушетия. И уже не первый год мы стараемся обустроить здесь все. И будет дальше продолжение. Будет создано в действительности год, два. Постараемся сделать все условия. Сам по себе альплагерь Кязи, он значим для республики. И для России в целом нашей. Ведь мы в единой семье. И в каждом регионе, я вам скажу, есть такие места. И для развития и спорта мы найдем, начиная от Калининграда до Камчатки. У нас все в нашей стране доступно. И с каждым годом мы теперь внутренний туризм развиваем. Мы хоть узнаем друг друга. Первое место завоевала команда Санкт-Петербург-1. Второе досталось альпинистам из Красноярского края и Воронежской области. Третье за Московской и Свердловской областями с Пермским краем. Диплом первой степени Соловей Алексей Игоревич. Диплом первой степени Якуба Николаевич Славич. Альпинистский лагерь Кязи располагается на высоте 2000 метров над уровнем неба. Настоящая полоса препятствий. Все это время в лагере работали инструкторы, у которых большой опыт организации и проведения чемпионатов России, а также учебно-тренировочных сборов. Под их руководством даже начинающий альпинист может грамотно и безопасно завершить восхождение. Конечно, все это под строгим контролем судей чемпионата. Я считаю, организация очень хорошая, очень. Молодцы, значит, во-первых, хотел бы отметить руководство Республики Ингушетия в организации проведения. То есть вот тыловое обеспечение от всего, от размещения, питания, обеспечения там медицинское и прочее, вот, транспортная связь, сделали на 5 баллов, вот так вот. Естественно, там инструктора, которые приехали из других регионов, тоже помогали, обеспечивали безопасное проведение данного чемпионата. Адреналина альпинистам не занимать. Покорители скал крепки духом. Каждая их вылазка непредсказуема и опасна. Сегодня, после всего пройденного пути, они делятся впечатлениями. Каждое соревнование, каждое следующее получаешь все больше опыта и стремишься к победе. И вот, наконец, это случилось. Я уже не первый раз участвую в чемпионате, Коля первый раз. Вот, у нас есть соревновательный дух, и мы боролись до последнего. Вот в чем наш секрет. А о чемпионате впечатления крайне положительные. Выступили мы не очень, на самом деле, удачно, как хотелось бы, но с учетом классных призов мы довольны и нашим 7-м местом. Значит, все супер, гостеприимно, очень понравилось. Здесь, в этом регионе, в чемпионате участвуем первый раз. Будут когда-то следующие чемпионаты, обязательно будем приезжать, да и просто будем приезжать. Все здорово, спасибо. Успели раскрыть подарок, посмотреть, что... Еще нет. Давайте вместе. Давайте. Вон там я мед вижу, да? Угу. Будем пробовать. Ингушский. Ингушский мед, никогда не пробовал. Попробуем с удовольствием. А книга это... Книга «Родина башен». Мы проезжали, когда мимо, видели очень много этих башен. И на карте видели. Очень впечатлены количеством их. Почитаем теперь. Да, вот она, эта карта. Будет, я думаю, интересно иметь в библиотеке своей такую. В лагере обеспечили все удобства для комфортного размещения альпинистов. Здесь оборудован медпункт, палатки, трехразовое питание, теплый душ и даже магазин, где участники чемпионата могли закупиться снаряжением. Несли постоянное дежурство и спасатели. В общем, чемпионат, как и предполагалось, удался на славу. Сейчас альпинистам пора готовиться к отъезду, но с ингушскими горами здесь не привыкли прощаться. Приезжают каждый год, чтобы снова их покорить. Адам Меджишков, Сулейман Костоев, Магаз 24.